Впервые нечто подобное появилось после Второй мировой войны в Стэнфордском университете. Сегодня же они есть практически во всех крупных университетах мира, и главной их целью – объединить научное достижение, технические возможности и бизнес. В эфире проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса будем говорить о технопарках. Разберемся, зачем нужны центры притяжения студентам и предпринимателям, и как в университетских стенах рождаются корпорации с мировым именем. Итак, смотрите в программе. Сдача в аренду пустующих площадей и личное распоряжение Маргарет Тэтчер. С чего и как начиналась история технопарков. Ставка на инновации. Изучим продукцию научно-технологического парка ведущего университета страны. И чем планирует удивлять и страну, и мир Гродненский университет, расскажем и покажем в нашем сюжете. Прежде чем наш первый гость расскажет о жизни технопарка ведущего университета страны, предлагаю узнать, когда и почему в принципе возникла идея создать бизнес-пространство в учебных заведениях. После Второй мировой войны в Стэнфордском университете, это штат Калифорния, США, возникли проблемы с финансированием. Все дело в том, что резко возросло количество студентов, а учебное заведение, хоть и владело большим участком земли, не имело права его продавать. Тогда декан инженерного факультета профессор Фредерик Терман предложил руководству сдать площади в долговременную аренду для использования в качестве офисного парка. Тем самым учебное заведение стало получать доход, компании могли воспользоваться лизинговыми инструментами и пригласить на работу выпускников университета. Так возникла известная на весь мир Кремниевая долина. Подобный парк в Европе появился лишь спустя почти 20 лет, когда при Шотландском Эдинбургском университете возник исследовательский центр. Настоящий бум технопаркового движения произошел из-за кризиса 80-е годы. Тогда, чтобы помочь проблемным центрам угольной и текстильной промышленности, Маргарет Тэтчер распорядилась создать в Великобритании целую сеть индустриальных зон при действующих университетах. В первых технопарках был один учредитель. Основная деятельность заключалась в сдаче земли в аренду собственникам наукоемких фирм. Однако этого было не совсем достаточно. Тогда появилась еще одна функция инкубатора технологического бизнеса. Это помещение, где можно было разместить собственное производство. Первые технопарки в России появились в 90-х. Как правило, это были подразделения университетов или академгородки. Первым технопарком в России можно назвать Томский научно-технический парк. Примерно в это же время в нашей стране в 1992 году на базе БНТУ возник научно-технологический парк «Политтехник». Парк высоких технологий был основан в Минске в 2005 году. Кремниевая долина Восточной Европы, так иногда называют ПВТ, предоставляет своим резидентам минимальные налоги, инструменты так называемого английского права, возможность свободного движения капиталов, прозрачное регулирование сферы блокчейн и криптовалют и другие возможности. Резиденты ПВТ могут заниматься почти 40 видами деятельности. Как создается инновационный проект и что такое полный производственный цикл? Чем выгодно бизнесу сотрудничество с вузами и на что, в принципе, способен технопарк? Об этом, уверенно, нам сейчас расскажет подробно наш гость Павел Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Михайлович Бычковский. Директор учебно-научно-производственного предприятия «Унитехпром» Белорусского государственного университета. Кандидат химических наук, доцент, автор и соавтор более 100 научных работ. Обладатель 24 патентов. Павел Михайлович, давайте начнем с того, что ваш научно-технологический парк, я, насколько знаю, есть такой статус у предприятия, да? Это коллаборация только студентов и преподавателей или представители бизнеса тоже участвуют? Предприятие создано решением ученого совета в 1999 году для коммерциализации разработок ученых БГУ. Предприятие участвует в ряде научных кластеров, которые реализуются в Белорусском государственном университете в рамках реализации концепции «Университет 3.0». Здесь идет научные такие кластеры с химическим факультетом и не физико-химических проблем. Это первый кластер. Мы задействованы именно здесь в создании оригинальных лекарственных препаратов. И сейчас широко выпускается в нашей фармацевтической промышленности и выпускается на нашем предприятии, что мы имеем и лицензию на фармацевтическую деятельность. Кластер с биологическим факультетом и кластер с радиофизическим и физическим факультетом БГУ, где создаются новые приборы и измерительно-вычислительные комплексы. В этих разработках принимает участие не
только ученые университета, а также студенты, магистранты, творческие научные студенческие коллективы. Выполняются курсовые, дипломные, магистерские работы, производственной практики студентов. А что нужно сделать, чтобы вот стать резидентом или участником, как правильно? Вот студенту, вот он что, должен с какой-то идеей к вам прийти? Есть стартап-центр, так, и мы тоже в нем принимаем участие. Ежегодно проводится конкурс студенческих, магистерских, аспирантских, и коллективов, идей. Те проекты, которые требуют доработки, там вот это стартап-центр создает как бизнес-инкубатор, они работают, подготавливают для дальнейшей коммерциализации, внедрения. А уже разработки серьезных творческих коллективов в рамках научного кластера, как не физико-химических проблем с химическим факультетом, потом биологический факультет, формируется задание, оказываем содействие подготовке бизнес-плана, и потом мы включаемся в государственную программу инновационного развития. В этой части нам очень хорошо помогает инновационный фонд Мингорисполкома. Уже на протяжении многих лет финансирует создание новых производств. Более того, эти все производства реализуются в БГУ. С нашими разработками, которые есть совместными, защищена не одна кандидатская, даже вот в прошлом году было защищено 2 докторских диссертации с использованием наших лекарственных препаратов, в частности, это онкоцентры нашим имени Александрова с применением темозоламида и темодекса производства унитикпрома и цисплацела. Вот они у нас они здесь представлены. Да? Это одно из наших направлений. Это фармацевтическое направление. Предприятие имеет лицензию на фармдеятельность. И существует служба лекарственных средств, которая от научной идеи до организации производства по полному циклу. То есть вот это вот тот самый полный цикл, полный цикл, да. Мы выпускаем вот эти препараты. В частности, фармацевтическую субстанцию темозоламид. Это генерическая субстанция. Мы производим, ее поставляем на биомедпрепараты. Они делают капсульную форму темобел. Это аналог препарата темодал. Здесь идет импортозамещение. Дальше мы получаем порошок для приготовления геля. Это препарат темодекс. Это единственный в мире препарат для лечения глиом, глиобластом головного мозга. В частности, почему говорю единственный? Потому что вот на него мы имеем здесь представленный патент на 32 европейские страны, патент Соединенных Штатов Америки, патент Индии. Сейчас готовится патент Японии, Китая, евразийский патент. По препарату темодбел мы сегодня закрываем вместе с биомедпрепаратами полностью потребность всей страны в этом препарате. Да, внутренний рынок идет. Здесь есть хорошее и не только импортозамещение, но и экономия валютных средств. Потому что, когда мы начинали разработку этого препарата, страна только закупала в количестве 170 грамм. На сегодняшний день этот препарат мы поставляем в страну где-то пока 3,5 килограмма именно субстанции, активные вещества. А биомедпрепараты делают уже готовую лекарственную форму, и этот препарат доступен за счет средств бюджета. Более того, этот препарат получил статус орфанности в Европе, в ЭМА. Сейчас занимаемся продвижением. Оригинальные препараты для локальной химиотерапии в мире их существует 4. Всего лишь. На сегодняшний день зарегистрировано 3 препарата в мире. Это один препарат Глиадел, производство в Соединенных Штатах Америки. Стоит порядка $15 тысяч за упаковку. Второй был препарат цисплацел, который мы уже широко используем. Он у нас применен сегодня более чем на 3000 пациентов в Республике Беларусь. Во время проведения операции удаляется опухоль, в ложе удаленной опухоли помещается цисплацел или темодекс, высвобождая активное вещество до полного растворения. Поэтому здесь создается и пролонгация действия. И важно вот в этих препаратах, хочу сказать следующее, что по Всемирной организации здравоохранения это не монотерапия, это комплексная терапия, но в Республике Беларусь она у нас включена в протокол, алгоритм лечения и диагностики. И наши врачи-онкологи усилили этот именно эффект лечения и получили хорошие результаты, и то, что используется для увеличения продолжительности жизни и длительности безрецидивного периода. И третий препарат, проспидолонг, это препарат для лечения рака желудка с диссеминированным поражением брюшной полости. Мы провели пилотные клинические исследования этого препарата и получили очень хороший эффект. Наши врачи-онкологи из 4 групп по 5 пациентов, 3 пациента уже преодолели порог почти 2 года с момента применения препарата. И те данные, которые по другим пациентам были применены, было значительное увеличение продолжительности жизни этих пациентов по сравнению с группой исторического контроля, вот, которым бы, если не применяли бы такой препарат или с его применением. Поэтому вот сегодня мы являемся производственной площадкой «Унитикпром». И вот благодаря именно вот опять же то, что мы являемся и научно аккредитованный коллектив, и имеем статус технопарка, который помог нам получить финансовую именно поддержку инновационного фонда Мингорисполкома, мы создали это производство уникальных вот этих препаратов, которые имеют такую мировую новизну и патентную защиту. Мы с вами про финансирование, про
про интерес бизнеса именно к вашим разработкам, к разработкам научно-технологического парка обязательно поговорим. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть сюжет моих коллег, которые отправились в Гродно, чтобы оценить масштаб инновационного производства университета Янки Купалы. Заглянуть в будущее – это не просто красивые слова, а реальное предложение президента Технолаба. Очками виртуальной реальности, говорит Александр, уже никого не удивить. А вот будущим ремонтом, а именно его можно будет разглядеть, насладиться можно уже сейчас. Изначально дизайнер создает дизайн интерьера, а потом визуализатор рисует 3D-модель, которую в дальнейшем мы показываем заказчику в очках виртуальной реальности. На самом деле не такая проблема создать картинку. За 2 суток рисуется одна комната примерно. Больше вопрос это, чтобы дизайнер создал дизайн интерьера. Это нужно согласовать все с заказчиками, подобрать материалы по магазинам, только тогда отрисовать. То есть большую часть времени занимает сам дизайн интерьера, чем визуализация. Мы стараемся оживить интерьер и не просто расстанавливаем мебель, а добавляем какие-то элементы декора. Если там, допустим, есть компьютерный стол, то мы поставим компьютер, клавиатуру и всякие предметы, которые необходимы для бытового использования помещения. То есть на выходе получается довольно реалистичная картинка. Вполне реальные деньги, своеобразную криптовалюту могут также уже сейчас заработать школьники из Гродно. Смарт-галерея. Этот проект нацелен на вовлечение молодежи, на достижение более высоких результатов и улучшение образовательного процесса. Сам проект состоит из мобильного приложения, самой мотивационной галереи и робота для поощрения. Как раз таки робот, который стоит за моей спиной, это и есть один из наших прототипов. Еще один стоит в лицее. Там уже более игровой формат. Каждую субботу у нас в гимназии проводятся квизы смарт-галереи с дополненной реальностью. Темы квизов посвящены памятным датам и событиям, таким как День Победы, День космонавтики, Всемирный день ДНК, Праздник труда и многим другим. Для участия в квизах нам необходимо скачать мобильное приложение «Сфера Гродно». Сначала нам нужно пройти квест. Мы отвечаем на вопросы квиза, получаем за это баллы и билкоины. Они дают нам право участвовать в розыгрыше смарт-билетов. Например, вот такие «Поход в кино». В конце дня проходит рандомный, то есть случайный выбор победителя, которому достается тот или иной смарт-билет. Таким образом, мы можем углублять и укреплять свои знания и в то же время их монетизировать. Проект очень важен для молодежи, потому что в рамках каждой школы образуется своя какая-то экономическая экосистема. То есть молодежь учится понимать, что такое финансы, как они работают, они учатся взаимодействовать с бизнесом региона. То есть, например, баллы, которые они заработали, они могут потратить не только на робота и в рамках своей школы, а также подключить каких-то партнеров в регионе, то есть кафе, пиццерию. И таким образом это такой реальный опыт получения каких-то бизнес-знаний, квалификаций для молодежи, которая, конечно же, будет полезна и в будущем. Это «Наукомания». И смотрите далее. Более 6 тысяч квадратных метров под инновационное производство. Об амбициозных планах рассказали нашим корреспондентам в Гродненском университете. Хлеб всему голова. Какие добавки разработали в стенах университетского парка и где находится Технополис, узнаете через несколько минут. Что касается финансирования, вы уже затронули эту тему. Это бюджетные средства или есть какие-то, скажем так, спонсорские, как принято говорить, деньги? И вообще, как вы завлекаете бизнес? У нас, скажем так, эти препараты разрабатывались в рамках реализации заданий государственной научно-технической программы фармацевтические субстанции и лекарственных средств. Каждую пятилетку создаются такие программы. И мы на конкурсной основе, коллектив лаборатории химии полисахаридов или химии полимеров за свой период существования внедрил более 20 препаратов в фармацевтическую индустрию нашей Республики Беларусь. Хорошо, если мы отойдем от темы лекарственных препаратов, какие еще направления и насколько они, интересные предпринимателям? Или это, опять-таки, какие-то госпрограммы? У нас еще 4 направления таких мощных. Предприятие имеет и лицензии на медицинскую деятельность. Мы выпускаем и изделия медтехники. Это, в частности, спирометры МАЗ-1. Сегодня этими спирометрами оснащены
все клинические учреждения, поликлиники Республики Беларусь. Это для оценки состояния дыхания легких. Более 1500 спирометров установлены в клинических учреждениях республики. Мы их и разработали. И новый сейчас прибор, более такой компьютеризированный. Он и позволяет оценить и содержание наличия именно кислорода, что сейчас очень важно. То есть тоже в крови. у вас производится это? Тоже производится у нас. Мы его серийно производим и обслуживаем. Ну, еще и поставляется он и на экспорт. Сейчас ведем процесс регистрации его и в ближнем нашем зарубежье. Дальше установка ПТИЧ-М. Это тоже разработано в рамках программы. Это для лечения раковых заболеваний, что касается именно брюшной полости, это гипертонии. Еще одно направление, это мы поставляем в клиники, поликлиники наши, именно диагностические наборы для проведения анализа крови. Вот. Это тоже у вас производится? Это у нас производятся эти наборы. И разработано у вас? И это было и разработано, и в рамках программы, и потом собственные средства предприятия. Дальше в рамках другого научного кластера, это уже с радиофизиками, это измерительное оборудование. Это комплексы Альма-Метр, состоит из 12 наименований единиц, объединенных в один прибор, имеющий программное обеспечение, который позволяет проводить измерения различных физических величин. И более того, он предназначен и для научных лабораторий, для предприятий, для аккредитованных лабораторий. В зависимости от задачи можно эти блоки формировать. Прибор в рамках программы «Эталоны» разработан, действует. Дальше Центр пищевых технологий. Здесь очень большая, скажем так, его история. Этот центр существует как вот этот и по приборам с момента создания предприятия. Это более 140 наименований различных обогатительных витаминизированных комплексов, вот, которые выпускаются, поставляются для изготовления массового хлеба для Республики Беларусь. В частности, и Витебский регион нуждается в селенсодержащих продуктах. Поэтому здесь это было решение нами найдено, и сейчас изготавливается массовый хлеб силич, так называемый, который выпускается, мы поставляем эту добавку. Дальше для детского питания различного, для функционального назначения, питания спортсменов, питания пожилых людей с разными комплексами. Это мы работаем со всеми нашими хлебзаводами Республики Беларусь, поставки этих добавок идут. И дальше в последнее время эта разработка очень хорошая, вот здесь она и представлена. Это фитосоли серии «Универсум». Их изготовлено там тонус, арома, кредо, порядка 10 наименований таких фитосолей. Здесь суть такова, что они предназначены для замены поваренной соли. Подобран такой состав сбалансированный и с пряно-ароматическими смесями. Человек потребляет соль как обычно, так, но здесь с учетом этого состава на 30% он уменьшает это потребление соли. И одновременно уже здесь не нужно, скажем так, применять какие-то другие специи, там, вот, потому что все здесь сбалансировано. Это мы провели клинические исследования этого состава. Ну и более того, это не просто, как сказать, сам, как обычно, хозяйка на кухне, что захотела, то намешала, сделала. Здесь и клиника проведена. Вот мы даже и получили евразийский патент на этот состав. То есть скоро уже можно будет купить их? А он уже сейчас есть, да? Павел Михайлович, давайте посмотрим, что предлагают другие технопарки в университетах, и продолжим. Учебно-научно-производственный центр «Технолаб», учредителем которого является университет, был создан как раз в 2011 году с целью продвижения научных разработок, созданных учеными нашего университета. И, в частности, создавался для продвижения разработок в области электроники. И это разработка учебного оборудования, научного оборудования. А в 2017 году «Технолаб» получил статус научно-технологического парка. Ну, что означает статус? Статус – это возможность развивать инновационное предпринимательство на тех площадях, которые у него имеются. В 2019 году в здание, которое имеет площадь больше 1000 квадратов, начали заселяться наши новые резиденты научно-технологического парка. Если говорить о том, что мы сегодня имеем, как раз вот это офисное здание для развития инновационного предпринимательства, это сегодня 14 резидентов. Мы гордо говорим о том, что из этих 14 резидентов 7 резидентов – это резиденты, созданные сотрудниками, работниками университета, а также студентами совместно. Мы формируем так называемую историю успеха, когда от студенческой скамьи создают предприятия, и потом наших же выпускников берут к себе на практику и трудоустраивают. То есть такие истории успеха мы уже можем им гордиться. В 2020 году начата реконструкция зданий. Вот мы сегодня в нем сейчас находимся. Реконструкция здания, которое бывший заброшенный завод, цех радиоприбора, и сегодня он реконструируется под здание научно-технологического парка. Это так называемая вторая очередь.
площадь. И здесь мы говорим о том, что уже больше 6 тысяч квадратов помещений. При этом большая часть этих помещений – это производственные помещения. Но если говорить в количестве, то это 16 производственных помещений и 16 офисных помещений. Из этих 16 офисных помещений 4 помещения типа open space, для развития такого открытого пространства, в первую очередь для развития IT-бизнеса, IT-предпринимательства, в том числе среди студентов как раз-то. И также здесь есть возможность организации групповой работы различных компаний. На сегодняшний день здесь у нас сформирован лист ожидания для будущих резидентов, скажем так, на 80%. Если говорить о том, что лист ожидания для офисных помещений практически уже сформирован, то для производственных помещений еще есть возможность у наших предпринимателей здесь зарезервироваться и стать резидентами. Кроме этого, есть компания, которая занимается электротранспортом. То есть они разрабатывают устройства для переоборудования, для продвижения именно электротранспорта. Могу добавить о том, что как раз благодаря вот этой компании, которая одна из первых стала резидентом нашего технопарка, у нас в этом году открыта специальность электрический транспорт. И в частности, в этом году мы ждем наших абитуриентов. Впервые будет осуществлен набор. Если говорить о льготах, то первое – это, конечно же, сдача в аренду помещений на льготных условиях. Но если говорить вот об этом новом здании, в котором мы сейчас находимся, то стоимость аренды производственных помещений от 6 рублей за метр квадратный, а об офисных помещениях от 7,5 рублей за метр квадратный. То есть это первое льготное условие. Второе – это возможность взять в аренду оборудование, в первую очередь офисное оборудование, то есть, по сути, опять же, на льготных условиях. В том числе возможность доступа к оборудованию высокотехнологичному. Это и 3D-принтеры, и лазерная резка, и фаблаб-зона, в рамках которой можно прототип создать, сделать. То есть это, опять же, условия. Следующее – это льгота в налогообложении, где налог на прибыль 10%, то есть снижение, и освобождение от местных налогов. Павел Михайлович, вот тут все красиво, все понятно, написано, а вот это что вы сказали перед записью, перед началом, что это ваше новое. Что это? Препарат, который я в руках держу, это фосцилантан. Это для мокрого ранозаживления. Это фосфат целлюлозы с активными веществами здесь, или в высоких степенях ожогов, или огнестрелах, или крупных поражениях тканей. Он при контакте с тканью мгновенно превращается в гель, обволакивает полностью, закрывает эту полость, и до госпитального уровня где-то 3 суток можно предохранять, чтобы не было никаких заражений. Инфекции, да. Сейчас эта разработка в руках не физико-химических проблем. Они авторы разработки и готовят пакет документов, а мы вместе с ними готовим уже производство. По другим направлениям какие-то еще новинки ожидаются? По центру пищевых технологий разрабатываем много фитокомпозиций по чаям. Питание умного города и стрессоустойчивое такое направление. Этим тоже сейчас занимаемся, делаем, чтобы они были более витаминизированные, обогатительные, чтобы человек как-то восполнял свой баланс и преодолевал эти препятствия. По измерительному вычислительному оборудованию тоже новое направление есть. Сейчас к 100-летию коллектив занимается, и в технопарке у нас вместе этого кластера изготавливается, и в ближайшее время будет запущен студенческий спутник. Это 2-й спутник, который университет будет запускать. Когда спутник ожидается? Планируется ко дню основания университета, к 100-летию. Дальше вошел как проект будущего. Это наш резидент технопарка Пробиотех. Это в рамках кластера с биологами. Это линейка оригинальных препаратов ветеринарных. С момента рождения в сопровождении идут и профилактическое лечение, и лечение то, что без применения антибиотиков. Это то, что важно, чтобы не было в крови, в мясе и в молоке антибиотиков. Дальше одно из предприятий занимается, будет разработка диагностикум ПЦР различных, что касается именно ковида. Это тоже направление более интересно. Станки с числовым управлением, которые позволят создавать новые станки, чтобы и для обеспечения учебного процесса, и для использования в промышленных целях. Почему говорю учебных целях? Потому что у нас сегодня при подготовке специалиста очень важно, чтобы специалист, который приходит уже на действующее предприятие, именно мог уже владеть хотя бы определенными именно навыками, а не первый раз его видеть. Поэтому здесь и важно то, что мы очень сильно и плотно работаем со студентами в том плане, что их организовывать и делать. И технопарк у нас создан участок прототипирования. Павел Михайлович, я понимаю, что говорить можно бесконечно, потому что много всего, но
Хочется пожелать вам всего самого хорошего. Пусть все получается и дальше все развивается. А мы не прощаемся. У нас традиционно время интересных фактов. Мои коллеги собрали для вас информацию о самых больших технопарках мира. Город науки. В 1960-е годы технопарк Цукуба в Японии получил дотации на развитие научно-исследовательских институтов и инновационных стартапов. Сперва он должен был разгрузить Токио, а также создать самостоятельный научно-технический блок, который бы занимался разработкой и исследованиями в области целого ряда направлений – от сельского хозяйства до робототехники. Сейчас в нем порядка 300 научных учреждений, и Цукуба по праву можно считать городом науки. Российский технопарк Сколково еще пока в процессе сооружения, однако уже считается одним из самых больших наукоградов в Европе. Концепция технополиса предполагает его деление на 5 частей по количеству организованных кластеров. Тематические блоки состоят из биомедицины, IT, ядерной сферы, энергоэффективных технологий, а также космической отрасли и телекоммуникаций. Компании-резиденты, которых в настоящее время 250, обеспечены особыми экономическими условиями. Помимо офисов в технопарке находятся общественные, жилые и культурные пространства. Это была «Наукомания», я Екатерина Берецкая. Сегодня постарались выяснить, чем живут технопарки в нашей стране и на планете. Надеюсь, вам с нами было интересно. Хорошего дня и до встречи в эфире.